Вдохновенные люди, вот такие люди сейчас делают даже иногда больше, чем профессиональные историки. Вот. Спасибо вам за хорошие слова, за то, что вы до сих пор не теряете интерес к своему. Вот сидит госпожа Лебедкина, вот Елена Андреевна, по-моему, со своей сестрой. Вот. Она недавно составила целую практически монографию о семействе Афанасьевых из Дивсинского улуса. У нее еще есть несколько книг очень интересных, у нее есть очень хорошие сборники материалов. Вот, Елена Андреевна, я вас тоже вот вместе с вашей хангаласской коллегой тоже поздравляю. И у нас, мы с вами договорились, впереди большая работа, так что вы готовьтесь, наберитесь здоровья, терпения и хорошей работоспособности. Форму не теряйте. Вот. Коллеги, ну я хотел бы прежде всего поблагодарить участников вот этого сборника. Прежде всего докторов исторических наук Василия Николаевича Иванова и Андриана Борисова, которые дали согласие и, в общем-то, работали совместно по составлению этой книги. Василий Николаевич, он был очень доволен тем, что появилась еще одна возможность довести его мысли до читателя вот таким образом, в кругу его коллег, единомышленников, а они люди практически одного поколения. Самый молодой из них, Илья Максимович Шадрин, ушел из жизни в 1826 году, если мне память не изменяет. И вот эта блистательная плеяда якутских деятелей вот в этом сборнике, они все сели рядом. Мы взяли на себя смелость, ознакомившись со всеми доступными пока материалами по Илье Максимовичу Шадрину, выдвинуть его в один ряд, поднять его на одну планку с такими признанными лидерами общественного мнения нашей Якутии применительно к 19-му, концу 18-го, началу 19 века, каковыми являются без сомнения Сафрон Цыранов и Алексей Сиганов-Джаков. Вот это была наша такая позиция. Вот. И я думаю, что наш народ, наши читатели, общественность примет вот это предложение и согласится с тем, что Илья Максимович Шадрин достоин быть в ряду этих выдающихся людей. Он не из этой когорты, из этой плеяды. Это человек, который по своему размаху общественной деятельности, он может стоять, имеет право, во всяком случае, быть названным совместно с именами Сафрона Цыранова и Алексея Аржакова. Вот это одна из мыслей, заложенных в эту книгу. Вообще, по истории интеллигенции Якутии у нас имеется ряд работ, как общего, так и частного характера. Я чисто по хронологии сначала бы обозначил имя Семена Николаевича Горохова. Историк, вы знаете его. Он писал диссертацию, кандидатскую диссертацию, защитил в 1970 году. Якутская история якутской интеллигенции.
Вот тема так называлась. Он там взял период с 1917 по 25 год, то есть советский период. Был такой очень талантливый исследователь Артур Карпович Сафронов. Помните, историки? Артур Карпович Сафронов, он очень последовательно занимался тоже этой тематикой. К сожалению, он рано ушел из жизни. Но это не перечеркивает его значение в изучении истории якутской интеллигенции. Наталья Назаровна Дьяконова, это, я бы сказал, его монография, она сейчас является единственной достаточно такой подробной работой, излагающей якутскую интеллигенцию, национальную интеллигенцию якутскую интеллигенцию в национальной истории. Вот, по-моему, даже книга так называется. Якутская интеллигенция в национальной истории. Эта книга вышла в Новосибирске в 2002 году. Наталья Назаровна там предприняла такую достаточно цельную попытку дать общую картину формирования якутской интеллигенции. И даже она там, в общем-то, предприняла попытку обозначить свое понимание прединтеллигенции Якутии. Прединтеллигенции Якутии. Сегодня Егор Петрович об этом правильно заметил. Альбина Николаевна Дьячкова написала монографию по Гаврилу Васильевичу Ксенофонтову. Также вот сам Егор Петрович Жирков написал несколько этих работ, в том числе и отдельную монографию про якутские эти общественные союзы, вот, Сахаймова, Сахамуга и так далее. Вот, эти работы, они являются такими не чисто посвященными истории формирования, становления национальной интеллигенции, но затрагивает тот или иной аспект этого явления, целостного явления, и таким образом помогают нам осознать, что есть на самом деле якутская интеллигенция, когда она появилась, в каких условиях, какие есть особенности формирования национальной якутской интеллигенции по сравнению с феноменом российским. А какие есть общие черты, общие характеристики? Мы же, вот, исследователи, в том числе и Горохов, и Дьяконова, да и другие, кто занимался этой темой, они все солидарны в одном, что история национальной интеллигенции, она до сих пор досконально, хорошо не изучена. Даже не досконально, она не изучена. Предстоит еще дать более-менее приемлемую, цельную картину становления якутской интеллигенции. Это проблема российского масштаба, потому что в России тоже феномен формирования якутской, российской интеллигенции до сих пор вызывает большие полемики. Даже время, хронология формирования, появления вот этого феномена вызывает споры. Вот. Но я чувствую, что российские историки, они в основном договорились о двух вещах. Первое – это признаки интеллигенции. Кого можно назвать вот таким, не интеллигентным человеком, а таким, отнести категории таких интеллигентных людей. Вот Егор Петрович сегодня применил терминологию интеллектуалы мысли и духа. Вот первый признак, в котором более или менее сейчас согласны
российские исследователи. Вот первый признак, ну основной признак интеллигентности – это родение за судьбу родного народа, воспринятая ими как миссия, то есть возложенная на себя. Как бы миссия – это латинское слово, это посланник, то есть они воспринимают вот эту работу, эту деятельность, направленную на службу родному народу, как воспринятую или возложенную на них миссию. То есть это не оплачиваемый труд, это не какое-то чье-то поручение и так далее, не наказ избирателей, а это миссия. Они на себя добровольно сами накладывают вот эту деятельность, вот эту миссию. Вот это первое. Второй признак, это, ну, исходит из первого, видимо, это активная просветительская деятельность во всех его проявлениях. Вот я бы хотел к этим двум признакам приблизить наших людей, вот этих троих. У них у всех родение за судьбу родного народа они возложили на себя как миссию. Никто с этим, я думаю, аргументированно поспорить не сможет, потому что было время, конечно, когда говорили, что они туда поехали только ради своих интересов, там только ради себя, там каких-то выгод ждали, искали и так далее, там обивали имперские пороги. Не так. Не так. Даже вот просьба Ильи Шадрина о предоставлении ему дворянского титула, княжеского титула, это было направлено на то, чтобы в взаимоотношениях между якутскими предводителями и царской бюрократией, царской администрацией, вот этот своеобразный, ну как можно сказать, ну я скажу чуть попозже, подберу нужное слово. Да, создать прецедент. Понимаете? Создать прецедент. Вот хоть бы одному вот выдвинуться в эту сословную иерархию имперской системы. Потому что якуты в силу общественных условий того времени, они не входили в сословную иерархию российского государства. Не входили. Вы знаете, табель о рангах Петра I. Ни в один из этих разрядов якутское население, якутское общество не относилось. Не относилось. Их называли очень простым, емким словом иноверцы. А потом, когда миссия Спиранского, с легкой руки Спиранского, слово иноверцы было заменено словом инородцы. И инородцами якуты благополучно дошли до 1917 года. Инородцами. А это, я бы даже не сказал, самое какое-то сословие, это даже в сословную иерархию не входило. И вот нужно было пробить брешь в этом. И вот требования от Ильи Шадрина предоставить ему княжеский титул, и его настойчивое повторение перед сыном Павла I, Александром I, о том, что
Его отец ему это жаловал, так что нужно вот эту справедливость, в общем-то, восстановить. Вот это говорит о настойчивости якутских предводителей войти в сословную иерархию Российской империи и быть там, присутствовать на равных. На равных. Это была миссия. Миссия. Поднять уровень своего народа, самосознание своего народа, просветить свой народ, сделать их равным в этой империи, в составе которой они существуют. Разве это не миссия? Вот эти люди, еще Саранов, Паржаков и так далее, вот Шадрин, они последовательно, один за другим, император за императором, вот они занимались этим вопросом. И я считаю, что это они исполняли миссию, они исполняли свои миссионерские обязанности перед своим народом, а не перед самим собой или там ради каких-то личных выгод они этим занимались. Нет. Но советских историков корить за это не стоит. Башарин и так далее, наши советские историки, им мы должны быть благодарны за то, что они оставили эти имена в истории. Они обозначили этих людей, обнаружили эти материалы и сделали его достоянием всех читателей. Пустили десятки документов об этих людей в научный оборот. И таким образом они их переподнесли народу, написали, что они сделали. А там вот эти комментарии, они, люди на это сильно не обращают внимания. Умный поймет, говорят. Правильно, нет? И вот умные понимали это. Так что я перед советскими историками в этом вопросе преклоняюсь. Они сделали, они прошли сюда, честно. Вот. И вот сегодня то, что вот Людмила Тимофеевна Иванова сказала, это дорогого стоит. Это дорогого стоит. Я благодарен нашему первому президенту Михаилу Ефимовичу Николаеву. Он очень скрупулезно с самого начала нашего разговора на эти темы подошел к этому вопросу очень ответственно. Кстати, Михаил Ефимович наравне с Максимом Кировичем Аммосовым является одним из первых наших руководителей, которые восстановление исторической памяти нашего народа сделали во главу своей политики. Это стало возможным благодаря вот такому подвижничеству этих людей, как Максим Кирович Аммосов, как Михаил Ефимович Николаев. Вот помните вы начало 90-х годов, когда Михаил Ефимович прямо ставит задачи вернуть из небытия эти имена, сделать их достоянием гласности, достоянием людей. Вот. Изучить вклад этих людей в становление государственности нашего народа. Подстегивал не только историков, но и даже общественность тоже. Это было. И мы должны быть им благодарны. Вот. Теперь завершением вот такое. Вот мы говорим, что феномен национальной интеллигенции
изучение этого феномена имеет историческое значение, большое значение. Потому что деятельностью этих людей, уровнем этих людей и планкой, на которую эти люди подняли уровень общественного сознания, этим определяется сила нации. Этим определяется вообще уровень нации, народа. Вот возьмите простые примеры. До революции, без всякой указки сверху, без всякой поддержки, а даже преодолевая последовательное и упорное сопротивление царской администрации, небольшая группа вот этих образованных людей, которых мы сегодня называем первым поколением национальной интеллигенции Якутии, они в 1906 году созвали Союз якутов. Союз якутов. Всполошили всю Россию. Эти люди, небольшая горстка людей, сплоченных, вдохновенных, осознающих свою роль просвещения родного народа как миссию, вот эти люди открыли первые газеты на якутском языке. Сахадойдута Сахолова, первый журнал на якутском языке Сахасамата. Это 1906, 1907, 1913 годы. Это потом, когда их имена были забыты, они попали под репрессию, мы начали говорить о том, что у нас печать появилась только в советское время. Вот. Но эти же газеты, эти журналы, вот журнал Сахасамата, он, Доллонов здесь нет, он по объему не меньше, чем наш журнал «Чолбон» или «Полярная звезда». Такие журналы издавали вот до революции. Вот эта небольшая горстка интеллигентных людей. Они создали якутский театр. Вот. Это потом, когда они были репрессированы, стали говорить, что якутский театр появился только в 1924 году. До революции 1917 года усилиями первого поколения национальной интеллигенции было поставлено свыше 30 спектаклей. Они не только ставили эпические произведения, что само собой стратегически верно было выбрано, они ставили произведения местных авторов. Кулемнир Манчарата – это первый памятник, созданный местным драматургом на местную тему. Они стали массово переводить зарубежную классику русских писателей. Толстого, Пушкина, Грибоедова, Гоголя и ставить его на якутской сцене. А мы потом сказали, перечеркнули все и сказали, нет, до революции всего этого ничего не было, а якутский театр открылся в 1924 году, Блек Кугаланты, где пьесана. А на самом деле мы растеряли вот эту свою историческую память, и Михаил Ефимович вот этот момент он точно поставил вот эту задачу поставил. Да и народ сам уже был готов к тому, чтобы более досконально узнать свое прошлое. Вот такое было время. И вот представьте, если бы не было съезда 1906 года, Егор Петрович, вот представьте, если бы не было вот этого движения по просвещению родного народа, они библиотеку открывали, музей открывали, газеты открывали, театр открыли, сами, не горстка людей. Если бы вот этого движения не было, если бы не было якутской газеты, если бы не началось еще до революции становление якутского литературного языка, когда вот на страницах вот этих газет и журналов начали печататься Алексей Кулаковский,
а не поди Сафронов, Кузьма Осипов и многие-многие другие. Вот. Если бы не было, наконец, съезда 1912 года, о котором главный полицмейстер написал губернатору Крафту, на этом съезде мы проиграли интеллигенции якутской, потому что наши ставленники там, они оказались в меньшинстве, и на коронацию императора в Санкт-Петербург мы отправили самых неблагонадежных людей, то есть Калимдюри, Никифорова, Константина Сокольникова и так далее. Это действительно так получилось. Вот. Если бы вот эти три, они заявили, якутская интеллигенция, дореволюционная, первая национальная, она заявила о себе, о том, что она выходит на даже на общественно-политическую арену тем, что провела вот эти три очень масштабных мероприятия, по уровню которого даже в других национальных республиках, в общем-то, сравнить, сказать, достаточно сложно. А если бы всего этого не было, тогда бы нам сегодня переходилось бы достаточно сложно перед нашими коллегами из других, перед теми же бурятами, татарами и так далее, которые уже имели вот такие общественные формирования, этот феномен. И то они сейчас вот говорят, что вот эта инициатива, вот этот проект для них это очень важен, что нужно что-то наподобие, в общем-то, подобные изыскания у себя делать, потому что упорядочить надо, найти им место надо, нишу историческую, вот надо национальной интеллигенции. Каждому представителю этого сейчас подключаются другие улусы, другие научные учреждения. Вот. У нас впереди достаточно много работы. Дай Бог нам всем, чтобы хватило сил и хватило наших научных возможностей, вот, чтобы академический мир вот в этом принимал активное участие, чтобы наши архивы и так далее. Ну и без таких энтузиастов-краеведов не обойтись. Вот эти потомки Шадрина Ильи Максимовича, вот моя коллега-историк Галина Ефимовна, и вот ее родная сестра Юлия Ефимовна, они, в общем-то, не имея таких базовых навыков, только подвигом души, вот, желания, огромного желания, они добились того, что Илья Максимович Шадрин вновь вышел на историческую арену. Вот, ну, вот я бы хотел это сказать сегодня. Сегодня здесь присутствуют земляки Алексея Аржакова. Вот сидит глава Тумульского наслега. Он давно работает главой, несколько созывов. Земляки ему доверяют. И вот он давно занимается на районном, улусном, наследном уровне увековечением памяти Алексея Аржакова. Вот Аковлина Сокольникова сидит. Вот она языковед, но она по душе тоже краевед, патриот. Вот Зоя Петухова сегодня какое хорошее выступление сделала. Зоя, я тебя благодарю. Вот. Она настоящий энтузиаст. Настоящий. Вот. Ну вот сидят там наши земляки. Сегодня Алексей Васильевич сделал очень хорошее предложение с Хангаласским улусом. Вот когда они будут проводить представление этой книги перед своими земляками, видимо, делегация у Салданского улуса туда поедет. Это очень хорошо.
Вот, это достойный поступок потомков. И я думаю, что Хангаласский улус, когда у нас будет Алексей Васильевич представление, они не переменут воспользоваться нашим приглашением. Вот здесь вот сидят, насколько я понял, Васильеву. Сергея Николаевича нет, вот здесь он не пришел, пришел его старший брат. Вот это тоже потомки Ильи Максимовича Шадрина. Помните министра культуры Ефима Николаевича Васильева? Вот, это его сыновья. Вот, это его сыновья. Коллеги, я очень рад, что сегодня присутствует Иван Петрович Ушницкий. Вот, человек, который тоже всю жизнь вот занимался вот этой проблемой, всю жизнь выдвигал, продвигал историю родного улуса, родной республики. Человек талантливый, целеустремленный человек. Вот. Я прошу, Николай Андреевич, передать вот большую нашу общую благодарность Михаилу Ефимовичу Николаеву, нашему первому президенту, и по его предложению вот, группу, серию «Первое поколение национальной интеллигенции» и становление государственности народов Якутии войдет еще Алексей Елисеевич Колоковский. Таким образом, мы хотим, в общем-то, систематизировать вот это явление первого поколения национальной интеллигенции. Поэтому вот книга «Предтеча», она была методологически нужна, вот эта книга. Мы должны истоки свои обозначить. Без истока просто эмпирическое изучение, исследование деятельности того или иного человека, оно всегда будет неполным. У нас должна быть создана цельная картина становления, формирования и деятельности национальной интеллигенции Якутии. Вот это наша главная цель. Спасибо вам всем за участие, здоровья, успехов.